Сегодня в аэропорту Магаз почти 200 паломников, которые уже скоро отправятся в священную Мекку и Медину. Будущие хаджи сейчас ждут регистрации. Многие из них в долгожданную поездку летят впервые. Асият Крумукова и Люся Кадырова из Кабардино-Балкарии, узнав, что в Ингушетии есть прямой чартерный рейс по направлению Магаз-Медина, обрадовались, ведь улететь из соседней республики гораздо удобнее, чем с пересадками. Я первый раз еду в хадж. Это чувство переполняет. Это вообще не описать, вот какое состояние. Это вообще дар какой-то вот от Всевышнего. Я благодарна очень. Аэропорт, оказывается, я первый раз в Магасе. Это очень удобно, очень все тут комфортно. Конечно, очень удобно. Я вообще живу в Кабардино-Балкарии, но я в Ингушетии первый раз в жизни. И оказывается, очень симпатичные дороги, очень симпатичный аэропорт. А то, что прямой рейс, это вообще красота. А у меня вообще удивительно получилось. Мне сказали, что если я прочитаю 5 миллионов раз зикры, такбиры, салаваты, истихвары, и ты, говорит, у тебя получится твоя мечта полететь в хадж. Я за 2,5 года прочитала, и фантастика какая-то это получилось. Аэропорт Магаз традиционно организовывает прямые чартерные рейсы. Услугами нашей воздушной гавани в последние годы активно пользуется компания «Кавказ-Тур», которая также занимается поездками в Саудовскую Аравию. Сегодня по счету 4-я отправка паломников. Для удобства будущих хаджи работает целая группа специалистов. Стараются быстро оформить багаж и пустить в корпус ожидания. السيول أو أعتقد تونجا حاشي دور خوجة توصلير خم بمحتاج تدا أغزى شامبر تقول والسر تدا أشته ريجي أنا أخو أيربورتير محمد جاد يعني وأيربورتير بوه يقول حاجة الله سيدول سر وي توصل شيء ساعة ديال شو دجي إلى رئيسي يرجع رئيس جوي بار رئيسي إيصلاح دينا بيصل شيت ديالتش تحرير غيودوي ديال غيتم شوي حجوي قاريس بها حجوي داقيتش مدينة دانيس بن تسق سجالسا شتوار الحمد لله تجي ديال غيتم تس позже рязы болуш дانيس بن. Среди паломников будущие хаджи из Карачаево-Черкесии, Чеченской республики, Дагестана, Ставропольского края, Адыгеи и не только. Каждую группу сопровождает опытный руководитель. Мы традиционно ежегодно вылетаем из нашей братской Ингушетии. И не первый год мы здесь видим очень сердечное отношение, теплое отношение ко всем паломникам. Мне кажется, это только к нам. Но я думаю, это ко всем оно одинаково. Это необъяснимо такая высокого уровня услуга в отношении паломников, потому что многие летят как бы первый раз и не знают, как ориентироваться в пути. Особенно для людей преклонного возраста это очень большой плюс. Пересадки, они утомляют достаточно, и уже по прибытию на место люди становятся немобильными. А там требуется мобильность от каждого прибывшего. Всего из аэропорта Магаз вылетят 400 паломников из других регионов. Будущие хаджи приехали провожать родственники, братья и друзья. Много среди паломников и тех, кто к Ингушетии относится особенно трепетно. В самом начале было сказано, что именно Магаз очень удобен. Именно Магаз, поэтому мы очень довольны, что все в свое время происходит. Поэтому мы будем рады и оттуда вернуться в Магаз. 15 лет назад был на Умре, и сегодня счастлив находиться именно в Ингушетии. Ингушетия это очень близка мне, очень близка, во-первых, как работника МЧС, во-вторых, ваша героиня республики Лейла Албагачиева со мной ходила первый раз на Эльбрус. Наверное, вы знаете, она двукратная восходительница на Эверест с двух сторон. Провожаем нашего, можно сказать, младшего брата. Очень за него рады. Просим Аллаха, чтобы принял его хадж и всех остальных мусульман, кто едет в хадж. Просим также Аллаха, чтобы дал возможность тем, кто не едет в этот раз, чтобы всем дал возможность поехать в хадж.
Очередной рейс с паломниками отправится сегодня вечером. На борту будет 180 человек из нашей республики. Рина Цичоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.